Учитель соприкасается с вечностью, он никогда не знает, где заканчивается его влияние, сказал писатель и историк Генри Адамс. Эти слова передают, насколько учитель может повлиять на жизнь человека, который только начинает свой путь к познаниям. Чтобы у них хватало нервов на нас. Так ученица Сухумской третьей школы Анна Топчан поздравляет своих учителей с праздником. Она пришла в школу с букетом для классной руководительницы. Я хочу, чтобы мои учителя всегда были веселые, чтобы всегда поддерживали нас. А букет для кого? Для нашей классной руководительницы Тейджама. Вам хочется учиться в школе или вы предпочитаете дистанционно обучаться? Лучше учиться в школе, чем дистанционно. Ученики третьей школы в письменном виде передали пожелания своим учителям. Одну из них прочитала и начальник управления образования столицы. Благодарим мы вас за знание, нас к истине привел учение свет, не учение тьма. Спасибо. А в тех условиях, которые сложились сегодня в мире в связи с пандемией, роль учителя приобретает еще более важное значение. Управление образования города Сухум отменило в этом году торжественное мероприятие, но труд учителей не забывают отмечать. Педагоги – это творческие люди. Во всех наших школах получают наши дети хорошие знания. И педагоги – это вот… И в этом году мы увидели, какая хорошая преемственность, молодое поколение, которое пришло в наши школы. Значит, получается, что есть образование, есть у нас будущее для детей, для нашего государства. Пожелаем им здоровья, терпения, удачи. Ученики третьей Сухумской школы имени Воронова подготовили видео поздравления своим педагогам, которые они просмотрели все вместе. Сегодня хотя бы на какое-то время забудем о пандемии и порадуемся тому, как нас поздравят. Всем вам здоровья, счастья, благополучия в семьях и с удовольствием приходить на работу. Вот все наши усилия, чтобы направлены были на то, чтобы сделать учебный процесс как можно лучше, интереснее, заинтересовать детей, чтобы им радостно было приходить в школу. В 14 сухумских общеобразовательных и одной вспомогательной школе 8266 учащихся обучают 720 педагогов. 22 педагога заболели коронавирусом, 4 уже вышли на работу, другие пока лечатся. Аида Кварчеля, директор 10-й горской школы, сама переболела коронавирусной инфекцией и только сегодня вышла на работу. Она отмечает, что в школе соблюдаются все меры предосторожности, но многие родители боятся отпускать своих детей в школу, но при этом их часто видят в городе. В школе 3 входа. С центрального входа начальная школа заходит, а с боковых по Пушкина заходят старшеклассники. Медсестра стоит с утра вот до окончания второй смены, и здесь, и там меряем, руки обрабатываем, температуру проверяют. Аида Кварчели отмечает, что в Гудаутской больнице врачи делают все возможное и невозможное, чтобы вылечить своих пациентов. Я очень благодарна врачам, медсестрам. Я не знаю, что я бы могла сделать для них, просто когда они к нам в палату заходили, я все время извинялась. Вы понимаете, почему я это делала? Вот как они одеты, с половины 7 бывало до 3, до 4, до 3 ночи, не отходя от нас, капельницы ставили. Я не видела, чтобы кто-то, знаете, чтобы грубое слово в адрес нас, хотя они так уставали, было им тяжело, они все время нас успокаивали, как психологи, и говорили, все будет хорошо. Дай Бог, чтобы никто не болел, и я не хочу, чтобы кто-нибудь, пускай я буду последняя в Абхазии, кто переболел ковидом. Из 14 общеобразовательных школ столицы в 2 объявлен был карантин. В 3-й школе частично для младших классов до 14 октября. Также до 14 октября 4-я школа находится на карантине. Остальные школы функционируют в полном объеме. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум.